Добрый день. Меня зовут Игнатова Ярослава Игоревна. Сегодня я проведу консультацию по теме речевое развитие детей дошкольного возраста и когда нужно обращаться к логопеду. Я являюсь консультантом Института развития образования Республики Коми. Так, задавайте свои вопросы. Я постараюсь на них ответить. Если ответ нужен развернутый, то я в будущем обязательно отвечу на ваш вопрос. А сейчас предварительные вопросы. Так, а сейчас, да, предварительные вопросы, которые поступили уже заранее. Что-то есть у нас? Я вам скажу. Ну, давайте, наверное, просто остановимся о том, что такое вообще у нас речевое развитие детей дошкольного возраста, когда вообще начинается речевое развитие. Вообще своевременное полноценное формирование речи в дошкольном детстве – это одно из основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его успешного обучения в школе. Любая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражается на его поведении, а также на его деятельности в различных его формах. Существуют, естественно, определенные особенности развития речи в каждый возрастной период. Давайте кратко, наверное, остановимся, характеризуем. В год словарный запас ребенка составляет всего 10-12 слов. В начале года в основном он пользуется экспрессивными мимическими средствами общения, которые остались у него от младенческого возраста. Также в общении со взрослым широко применяются жесты. К 2 годам активный словарь ребенка вырастает до 200-300 слов, ребенок уже понимает обращенную к нему речь и сам начинает говорить. Ближе к середине года ребенок начинает усваивать служебные слова и сложные бессоюзные, а чуть позднее союзные предложения. Именно в 2 года речь становится главным средством, которое использует ребенок для общения с близкими людьми. В 3-4 года развитие речи ребенка происходит особенно быстро. Как правило, ребенок к 3 годам почти усваивает весь свой родной язык. Активный словарь малышей в этом возрасте растет буквально не по дням, а по часам, примерно до 100 новых слов в месяц. Если в 3 года ребенку для общения достаточно несколько сотен слов, в 4 года эта цифра достигает 1500-2000 слов. При этом надо помнить, что в семье для повседневного общения взрослыми используется в среднем от 3 до 5 тысяч слов. Так, также быстро улучшается и звуковое оформление слов, более развернутыми становятся фразы. Однако не все малыши имеют одинаковый уровень речевого развития. Одни к 3 годам часто и правильно произносят слова, а другие говорят недостаточно отчетливо. Неправильно произносят слова, третьи говорят недостаточно отчетливо, неправильно произносят отдельные звуки. Наиболее типичными ошибками являются пропуски и замена звуков, перестановки звуков и слогов, нарушение слоговой структуры, сокращение слов. Так, и что речь трехлеток, она такая однотипная. Все глаголы не произносят в настоящем времени. Понятие малыша о прошлом или будущем еще ограничено. Предложения похожи друг на друга, на первом месте подлежащее, потом сказуемое, затем дополнение. Малыши легко воспринимают простые предложения. В этом возрасте у детей появляется особый интерес к словам или к словотворчеству. Малыши пытаются установить значение слов, их происхождение, создают свои слова. Малыша привлекает звуковое оформление, и он даже пытается исправлять плохо говорящих сверстников, хотя еще и не может определить, какой звук или часто в слове произносится неправильно. Ребенок еще не может самостоятельно определить, из каких звуков состоит слово. И установить их последовательность, разложить слово на части, то есть слоги или звуки. В 4-5 лет больше всего в таких детях поражают его успехи в усвоении родного языка. К 5 годам словарный запас превышает 2000 слов. В нем появляются абстрактные понятия. Малыш пытается понять смысл общих категорий, что такое, предположим, счастье, нежность, справедливость, любовь. Ребенок хочет осмыслить значение слов, объяснить их происхождение. Его интересуют все характеристики слов. Смысл, звуковая форма, мелодия и музыкальность.
Ребенок как бы играет словами, как раньше он тщательно и долго обследовал различные предметы. Малыш часами может видоизменять слова, придумывать новые. Он играет рифмами, но это не поэзия. Чаще всего рифма не связана с содержанием, а лишь по-особому звучит. В речи ребенка, кроме простых предложений, начинают появляться и сложно подчиненные. Малыши меняют часть речи местами, часто используют союзы и предлоги. В этом возрасте в какой-то момент ребенок начинает говорить только вопросительными предложениями. Поэтому зачем и почему обрушивается на родителей. Этот возраст называют иногда возрастом почемучек. Ребенок даже способен задавать вопрос предвидения, что же будет. Вся эта его вербальная активность направлена на решение глобальных проблем. Когда ребенок 2-3 лет использует свои двигательные способности для тщательного и мгновенного исследования пространства, 4-5-летний ребенок, освоив язык, использует его для изучения этого неизведанного внешнего мира. Ребенок стремится понять, что хорошо и что плохо. К 5 годам он уже способен понимать пассивные инструкции, легко использует и применяет прошедшее и будущее время глагола. Малыш в этом возрасте как никогда легко усваивает правила грамматики и запоминает буквы. При правильной организации обучения ребенка грамоте он способен легко и быстро научиться читать. В этом возрасте у ребенка появляется сильнейшая тяга к изучению слова. Он пытается читать и писать буквы. Было бы большим упущением не дать малышу знания, которых он так жаждет. А в возрасте 4-5 лет ребенок может пересказывать услышанную сказку, описывать картинку, понятную для окружающих, передать свои впечатления об увиденном. Ну и особенности. Так, уже есть, да? Так, в возрасте 4-5 лет ребенок, так, 5-6 лет мы уже берем, да? На 6-м году жизни продолжается совершенствование всей речевой системы, словарь обогащается обобщающими понятиями, систематизируются, усваиваются отношения, антонимы, синонимы, многозначность, развивается функция словоизменения. Ребенок учится изменять существительные по падежам, глаголы по лицам и числам. Совершенствуется звуковая сторона речи, ребенок начинает различать недавно усвоенные звуки, свистящие, шипящие, сонорные звуки, сонорные, то есть р, л, л, р. Активно овладевает системой склонения и спряжения. Ребенок встречается с историческими чередованиями, например, косил, кошу, гость, гощу. Также, но сложности детей этого возраста, особенно на фоне продолжающегося формирования фонематической стороны, недостаточно сформированного фонематического восприятия и слухопроизносительных дифференцировок свистящих, шипящих и сонорных звуков. Чтобы усвоить эти явления, требуется большая языковая практика. В фонематической системе каждая единица характеризуется определенной совокупностью смысла различительных признаков. Для согласных звуков в русском языке это твердость и мягкость, звонкость и глухость, способ и место образования, наличие и отсутствие звука. Если фонемы отличаются только смыслоразличительным признаком, их называют близкими оппозиционными. В этом возрасте мы поговорили именно о звуковой культуре речи. Ну и сейчас словарный запас детей 6-7 года жизни совершенствуется и обогащается. Дети могут составлять сложно подчиненные предложения, многие пересказывают, составляют рассказы самостоятельно. Диалогическая и монологическая речь детей более совершенна. Да. Ну, давайте мы, наверное, уже вопрос. Откуда у детей появляется картавость? Картавость, ну, во-первых, наверное, посмотреть надо именно в артикуляционный аппарат сам. Да, может быть, это строение челюсти, может быть, что-то неправильно сформировано у ребенка, может быть, короткая уздечка. Ребенок именно слышит, ну вот, и как ему кажется, что он слышит правильный звук, да, формирует, то есть язычок работает у нас в гортани, там маленький язычок работает. Понимание, как ставить именно звук, ребенок не понимает. И вот ему кажется, что он выдал вот эту вибрацию, и все, и это звук правильный, да, горлом, он появился этот звук. Да. Вибрато не языка идет, получается, а именно маленького язычка гортани. Поэтому
И чаще Да. всего появляется. Как бы ребенок, ну, чаще родители тоже обращают на это внимание, кажется, что вот он появился звук, да, и родители тоже как бы начинают это поощрять. Хотя лучше не надо этого делать. Вот, лучше обратиться к специалисту, чтобы специалист мог показать именно образование звука, правильную струю, чтобы ребенок мог выдыхать, чтобы... Ну, то есть звук выходил правильный. Поэтому, если вы услышали, да, что у ребенка вот именно горлом он говорит, да, то лучше не надо на этом акцентировать внимание. Да, лучше обратиться к специалисту, потому что это не есть правильно. Следующий вопрос. Так, в каком возрасте надо обращаться к логопеду? Но как бы смотря какие вы видите проблемы у ребенка. Если вы только, например, звукопроизношение нарушено, ну, то есть я вот сейчас прочитала статью небольшую вам, что обогащение, насколько оно идет словаря, да, надо смотреть, во-первых, как ребенок с вами общается, есть ли у него вообще речь. Если в 3 года он никак не выражает, то есть не может ни простую фразу сказать, либо там просто одни слова, имеется в виду слово, например, предмет, да, только предмет, он хочет сказать, глагольного словаря нет, или словаря признаков он уже не использует в этом возрасте, то есть малыши, да, то есть у нас словарь там уже достаточно активный к 3 годам. Вот. И если ребенок молчит, то уже надо обратить внимание, что почему ребенок молчит, почему он не выражает свои какие-то мысли или жестами только показывает, либо там какие-то усеченные слова у него, либо, ну, маленький там ава-ава, там, например, заменяет собака, да, и к 3 годам уже должно быть сформировано само слово. Пусть оно будет неправильно как бы звучать, звуковая сторона слова, но если оно усеченное, это слово, то слова, вернее, да, то уже надо обратить на это внимание. Если, предположим, ну, наверное, к 4 годам уже можно, если у ребенка только нарушено звукопроизношение, да, но почему, может быть, логопеды не берут раньше, потому что у детей еще в этом возрасте не сформировано вот это умение самоконтролировать себя. То есть как правильно ставить язычок, да, как правильно работать с артикуляционным аппаратом. Поэтому, наверное, смотря причину, можно раньше обратиться, можно позже обратиться. Да, если, например, несколько звуков нарушено, ну, там, положим, шипящий только или отдельная группа звуков шипящих только нарушена, то можно обратиться там годам 5. Вот. Поэтому... Следующий вопрос задает Ольга. Моей дочери 3 года, говорит по-своему, понимаю ее только я. К какому возрасту мы сможем услышать чистую речь и когда стоит бить тревогу? То есть, ну, как бы на своем иногда бывает логопед, называем там либо птичий язык, либо что-то такое, да? Ребенку уже 3 года. 3 года, да. Но, во-первых, обратить внимание, как вы дома общаетесь между собой, то есть взрослые люди, да, как она слышит вашу речь, какая ваша речь, спокойно, либо быстро вы говорите, ускоренная речь. В первую очередь на это обратите внимание, именно как вы дома общаетесь. Во-вторых, да, надо обратиться уже к логопеду, чтобы логопед мог понять причины, почему она так разговаривает. То есть уже пора. Уже пора, можно, да, обращаться. Естественно, будут направления, там не будет, может быть, именно работы такой по формированию именно звукопроизношения, да, а именно по формированию вот именно слов, фразовой речи, да, чтобы ребенок мог правильно выстраивать именно слова, даже простые слова. То есть, может быть, там замены слогов, звуков, замены, переставления, да, идут. И поэтому данное, все надо обратить, все равно в любом случае надо обращаться уже к логопеду. Возможно. Так, следующий вопрос. Старший ребенок начал подражать 2-летней сестричке. Говорит так же, как она, как лялечка. Что делать?
Что делать? Ну, наверное, в данной ситуации, ну, наверное, мотивировать в другую, раз он старше, брать. Наверное, тут больше психологическая проблема идет, да, что ребенок повторяет. То есть, значит, надо замотивировать, чтобы ребенок был наставником, наверное, и помогал. Если у ребенка нет проблем вот с самого произношением, да, вот, значит, надо его мотивировать на то, чтобы он, наоборот, был наставником для своего младшего там сестренки, да, или брата, Сестры. да, сестры. Вот. Тут больше, наверное, все-таки и дома, естественно, разговор, никаких сисюканий именно с младшим ребенком. Там больше, наверное, надо выходить на то, чтобы вот адекватное было общение, чтобы... Ну и не перебарщивать. Да, и не перебарщивать, да, в том плане, что ну, вот надо тоже смотреть именно речевую обстановку в семье. Как сами разговариваете, как сами общаетесь с ребенком, ну, с младшим, как со старшим общаетесь, значит, мотивирует на то, чтобы... Да, равномерно ли уделяете время своим детям, то есть, может, кому-то, тому старшему ребенку, может быть, внимания не хватает, и он таким образом пытается привлечь именно, чтобы родители на него обратили внимание, что он тоже маленький, поэтому тут больше, как бы, наверное, психологическая проблема, вот. А потом уже смотреть, есть ли логопедические проблемы. Так, глотает окончание, что делать? Ребенку 4-5 лет. Но тут тоже работает именно, во-первых, надо посмотреть, как звукопроизношение у ребенка, вот, и, естественно, работать, также смотреть на речевое общение дома, проговаривать четко слова, чтобы ребенок мог слышать эти слова, вот эти окончания слов, да, договаривание, потому что бывает часто родители вот между собой быстро очень общаются, у нас жизнь такая динамичная, изглатывает, ребенок, может быть, не слышит, может нарушение фонематическое какое-то, то есть именно не физического слуха, а именно не слышит ребенок фонемы сами, поэтому он может где-то и глотать, да, глотнуть, то есть он не услышал окончание этого слова. Ну, в первую очередь, да, еще и проверить слух, и физически надо посмотреть, как, все ли в порядке у ребенка. Ну и, естественно, это только образец речи, вот, потому что у нас окончание, ну, если нет еще нарушения именно каких-то звуков. Вот этим ответили на этот вопрос. Так, в старшей группе 2 ребенка, мальчик и девочка, периодически заикаются. Например, месяц заикания, потом месяца 3 речь ровная, а затем снова заикание. И так весь год. Один родитель в период заикания просит воспитателя не спрашивать ее ребенка на занятиях, а второй родитель, наоборот, просит не обращать внимания на заикание, по-прежнему спрашивать, давать стихи, роль на утренник, как быть воспитателю. Ага, тут, наверное, скорее всего, от воспитателя идет такой этот. Важно. Скажу так, естественно, идет, у нас есть такие циклы, как бы осенне-весенний период, когда более-менее обостряется вот именно время заикания, да. Поэтому, наверное, в этот период, когда обострение идет заикания, то, естественно, нужно ребенку давать этот режим молчания устраивать, то есть не загружать его в речевом плане, то есть ответы на вопросы короткие, вот, не надо развернутых от ребенка требовать каких-то фраз. Да, и тем более выступление это считается такой психологический стресс для ребенка, именно заикание. Поэтому надо ограничить в данной ситуации, вот именно когда вы замечаете, ну, обычно весна и осень идет, вот, когда обостряется. Чтобы не к психологу. Ну да, да. С психологом поговорить. Да, еще надо понимать, какое заикание там идет именно, потому что, ну, это логопед должен сказать, вот, и, естественно, психологические проблемы решать какие-то. Ну, скорее всего, психолог должен с родителями переговорить. Да, и, ну, да, тут как бы специалисты должны подключаться, то есть либо родители подключать специалистов, чтобы вот именно психолог и логопед. Потому что там заикание, виды заикания разные бывают, и чтобы понимать, к неврологу обязательно, конечно, обращаться. Это бесспорно, и какое-то лечение обязательно проходить нужно. Так, как понимать, что ребенок в речевом отношении готов к школьному обучению? Ну вот я как бы начинала уже рассказывать о том, как строится, да, речь. И, ну, естественно, к 6-7 годам ребенок
уже должно сформировано полностью быть звукопроизношение, то есть все звуки должны уже сформироваться, то есть и свистящие, шипящие, и сонорные звуки. Сонорные, я уже говорила, что это л, р, кто как бы не в курсе. Вот. И, естественно, уже понимание обращенной речи, умение строить предложения. Словарь должен быть такой расширенный, то есть уже ребенок должен владеть и обобщающими понятиями, достаточно активным должен быть глагольный словарь, словарь прилагательных, наречий, употребление предлогов обязательно должно быть в речи, то есть и предлоги должны употребляться правильно. Вот. Ну, естественно, умение рассказывать, какой-то вести диалог, осуществлять пересказы небольших текстов, рассказы по каким-то картинам. Есть и сюжетные, по сюжетным картинам, и просто какие-то описательные делать рассказики. Вот. Да. Ну вот, и вот как бы вот, наверное, это и является показателем того, что ребенок готов в школе. То есть, ага. Ребенку 7 лет не может правильно выражать свои мысли. Каша во рту. Если родители его постоянно будут поправлять, это будет достаточно или лучше обратиться к специалисту. Ну вот сразу, да, вот сразу вы тут написали, да, что каша во рту. Но это уже первый признак того, что надо, конечно, обращаться к логопеду. Вот, чтобы логопед понимал, откуда эта каша взялась и что с ней делать. Вот, поэтому, естественно, да, и на основе того, что вот ребенок не может правильно излагать слова произносить, и у него мысли могут опережать вот именно произношение само, поэтому кашу мысли вот не может выразить правильно от того, что он неправильно и сам говорит. Со звуками все в порядке, видите? Значит, просто это не... Значит, может быть, да, может быть, посмотрите, есть такое понятие, как быстрая речь. Вот. Тоже это надо к неврологу обратиться, потому что там тоже надо посмотреть свою какую-то симптоматику, почему, я не знаю, как, может, быстро говорит ребенок, поэтому у него отсюда происходит каша во рту, то есть звуки могут быть на месте, а в потоке речи они съедаются, замещаются или что-то такое. Вот. В семье несколько... Так, вот это, да? Да. В семье несколько детей. У всех детей нарушение звукопроизношения. Это генетический сбой. Нет, да, наверное, да, это может быть подражание, но где-то может быть там, посмотрите, как родители, какой была речь, какая родители в детстве, пусть вспомнят, да, вот, если было все нормально, значит, это там больше всего идет как подражание, наверное, друг за другом. Вот. Несколько детей, это получается сколько, 2-3 ребенка. Так, какие игры помогут развить речь ребенка 3 лет? Ну, наверное, такое, как бы сказать, во-первых, чаще играйте с ребенком, играйте в ролевые игры, это очень хороший такой стимул, такой толчок как бы в развитии речи ребенка. То есть, ну, как у нас, какие игры ролевые могут быть, и там и дом, и больница, ну, все, что ближайшее окружение, все, что ребенка окружает вот в действительности, да. Потом именно речевые игры. Подбери словечко, есть такие, например, слова, да, да, опиши что-нибудь, словечки можно подбирать, ну, предположим, даете мяч, игрушку берете и говорим, давай придумаем, подберем словечко, какой мяч, то есть прилагательно подбираем, да, мяч круглый, мяч мягкий, то есть все тут, все, что можно, как говорится, потрогать, понюхать, пощупать, вот, через чувственный опыт, да, если ребенку 3 лет, 3 года, да, сначала прочувствовали, потом вы уже на более старшем периоде подключаете другие, как бы, абстрактные более слова, чтобы ребенок понимал об этом слове. То же самое берете слово, да, например, глагольный точно так же слово, что мячик делает, прыгает, скачет, бежит, там, падает, то есть вот это подбираем к словам. Потом, естественно, больше читайте ребенку, читайте и обсуждайте то, что вы читаете с ним. Вот. Как бы даже можно, прочитали маленький текст, и также родители иногда бывает затрудняются, что спросить у ребенка. Прямо по предложениям, вот вы прочитали предложение, там,
мама варит кашу, да, что делает мама? Мама варит кашу, да, то есть из предложения у вас будут уже составляться сами вопросы. И вот на этих вопросах ребенок отвечает, да. Ну, игр, конечно, много речевых, да, поэтому можно посмотреть в интернете. Так, старший сын, ему 8 лет. Год назад занимался со школьным логопедом. Ставили звуки «р» и «ш». Дополнительно занимались дома. Выполняли задания логопеда. Звук «р» иногда проскакивает. «Ш» произносит все равно по-своему, неправильно ставит язык. Нужно ли занятие с логопедом дальше продолжать? Они ведь сами звуки не встанут. Но как бы если вы уже занимались, то тут уже получается у вас целенаправленное воздействие. Да, звуки, они сами встают, когда если это норма у ребенка, тогда звуки могут сами встать. То есть ребенок слышит, и уже как бы речевой да, подготовлен, и сам встает звук. В данной ситуации, наверное, занятие с логопедом продолжать нужно, потому что нужно закрепить именно то, что уже было сделано, и работу продолжить дальше, чтобы уже звук... Да, вот этот вопрос. Ходили к логопеду долго? Так, ходили к логопеду долго, не могли произнести звуки. Пошли к другому, и все сразу получилось. Ну, вот такая данная ситуация тоже у меня были неоднократно. То есть логопед подготовил вам, предыдущий логопед подготовил базу постановки звука, но просто может, какие-то, да, физиология такая, да, как-то может восприятие, может что-то такое, что ребенок приходит уже с подготовленной базой, ему дает другой логопед только такой легкий толчок, и звук встает на место. На практике это очень часто случается, поэтому не надо грешить, как говорится, на предыдущих логопедов, что там что-то не получалось. Да, главное терпение. Бывают просто личностные какие-то отношения, да, и что вот ребенок этого логопеда лучше принял, чем предыдущего. Просто вот на этом фоне может быть. Так, еще. Ну вот как раз, наверное, вот к этому тоже может быть, что да. долго ходили. Может быть, у ребенка вот такая физиология, ему можно еще подготовиться просто. Да, может быть, уже бывает, как база подготовлена, да, вы как родитель, вы не можете довести до логического конца, поэтому нужно все равно толчок, чтобы логопед помог. Так, как развивать речь ребенка с ЗПР? Ну, хотелось бы узнать, 6 лет, да, то есть вообще как ребенок, вообще речь у него есть или нет, ЗПР, потому что дети с задержкой психического развития разные бывают, там тоже в общих чертах, но она то же самое идет, как мы с общим недоразвитием речи с детьми занимаемся, то же самое развитие словаря обязательно, развитие фонематического слуха, развитие дыхания, постановка звукопроизношения. Это все тоже, да, мелкая моторика, обязательно мелкая моторика, общая моторика, да. В данной ситуации, наверное, если вы не ходите к логопеду, да, то нужно обратиться и обратиться попутно еще к дефектологу, потому что дефектолог помогает, как бы они идут, и логопед, и дефектолог идут в паре, работают. Если логопед больше работает именно над речью, то дефектолог, он работает над психическими процессами, а речь является тоже психическим процессом. То есть это все вот вместе, как бы, да. Ну и обязательно обратиться, конечно, к неврологу, к психиатру, чтобы там вам тоже назначили либо лечение, вот, чтобы... Потому что немножко непонятно, что если речь вообще у ребенка. Так, ребенок 6 лет, путает окончание в словах, что делать? Ну, тут, скорее всего, тоже идет как бы нарушение фонематического слуха, возможно, да, то есть и понять, и обратиться либо к лору, либо к сурдологу еще, понять, что все ли в порядке со слухом, ну и потом просто работать именно сначала отрабатывать окончание как в слоговой структуре, например, да, там ат, ап, то есть вот самого слова, да, окончание отрабатывать, а потом его вводить как бы окончание в слово само, да, и, естественно, образец речи обязательно должен быть взрослого, чтобы взрослый сам не глотал окончание, четко произносить слова, чтобы ребенок был всегда на кого ориентироваться.
Так, ну еще вот, у нас... да, вот тут вот вопрос интересный, да, поступил. Влияет ли сосание соски на нарушение речи? Ребенок сосет соску, ребенку 2 года. Да, могу сказать, что есть определенные рамки, когда, или определенные, да, что ребенок должен все-таки соску до какого-то периода. 2 года – это уже перебор, потому что тут может сформироваться, во-первых, неправильный прикус может сформироваться, глотание, то есть ребенок может неправильно глотать слюни, и, естественно, это все может влиять именно на речь. Поэтому, да, это тоже психологический факт. Если ребенок не расстается с соской, значит, надо искать пути для того, чтобы распрощаться с ней. Так, ну, все бывает по-разному. Так, у ребенка короткая уздечка языка. Сильно ли это влияет на развитие речи? Точнее, на произношение звуков. Но это тоже все чисто индивидуально. Может быть и короткая уздечка, но достаточно пластичная. Вот. Если, конечно, подрезать уздечку, то надо, конечно, лучше в раннем возрасте, когда еще как такового активного речевого развития нет. Если уже ребенок уже этапы прошел, то есть, вернее, речевое развитие идет активно уже, да, то там, конечно, нужно проконсультироваться со специалистом, с хирургом, вот, посмотреть функциональность уздечки. Потому что если, предположим, уздечку подрезают уже в более таком постаршем возрасте, да, то представьте, сколько на реабилитацию надо, и точно так же эту уздечку растягивать, точно так же работать над ней, поэтому, может быть, и не стоит этого делать, просто начать работу сейчас, именно упражнения какие-то делать для того, чтобы уздечка, да, эластичная была. Ну, вот еще интересный вопрос. Влияет ли жевание твердой пищи на развитие речи и звукопроизношения? Да, скажу прямо, что влияет, конечно, потому что, во-первых, это умение жевать, да, оно, естественно, помогает прожевать пищу твердую, сглотнуть пищу, и потом, да, язык, работа языка, вот в данной ситуации, и более как бы подвижный речевой артикуляционный аппарат при именно проживании. Почему говорят, что вот, например, надо подольше жевать эту пищу, это работает артикуляционный аппарат сам. То есть вы язычком, и челюсти работают, да, то есть они более активны, естественно, это все помогает. Поэтому меньше, да, чем старший ребенок, меньше ему перетертой пищи, как я своим родителям говорю. Так, в интернете очень много видео от логопедов по звукопостановке. Часто встречаются родители, которые сами ставят звуки ребенку и неправильно автоматизируют, не осознавая, что есть тонкости, которыми владеет только специалист. Как объяснить им, что не стоит этого делать? Ну да, как бы запретить мы точно не можем. Это все индивидуально, то есть, ну вот как бы... Как объяснить? Да, как объяснить? Ну, это только, я говорю, это только личностные отношения, как бы, и вот именно умение убедить родителей, потому что, да, приходит, вот даже вот сегодня у меня была небольшая консультация, мама пришла и говорит, что вот у нас появился звук «р». Вот она не так говорит, горлышком, двойняшки, детки. Говорит, так хорошо горлышком рычат. Я говорю, все забудьте. То есть родителям надо давать понимать, что, к чему могут привести последствия того, что неправильно будет. То есть его уже потом очень будет тяжело, когда, предположим, уже поймете, родители поймут, что что-то неправильно, что ребенок неправильно произносит, и будет специалисту тяжело будет вывести этот звук в правильное русло, потому что уже все сформировалось. Это то же самое, как и учить детей неправильно читать или буквы правильно изучать. Тоже в данной ситуации, наверное, выходить, да, на индивидуальную беседу с родителями. Ну, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, если у вас еще есть вопросы, задавайте.
Ярослава Игоревна постарается Мгм. ответить. Пока у нас еще есть немного времени, Мгм. пишите. Ага, ну это мы уже написали, да? Мгм. Вот. Еще есть часто задаваемые вопросы, Ярослава Игоревна, у Мгм. родителей. Мгм. Спрашивают, допустим, да, какие звуки появляются самые первые Мгм. и какие звуки самые последние. То есть периоды, да, когда нужно бежать к логопеду. Ну, допустим, Мгм. у ребенка в 5 лет могут стоять вот такие определенные уже звуки самостоятельно, физиологические. То Мгм. есть стоит спешить в каком-то возрасте, если у ребенка, допустим, в 4 года нету звука Л или Р, Мгм. стоит ли торопиться и бежать прям сразу к логопеду. Или стоит подождать. И наоборот, если там звук С, З, да, Мгм. он стоит или не стоит. То есть, ну, вот такие вот, да, понимания, Мгм. что вот в таком возрасте должны сформироваться физиологически такие, какие самые сложные звуки и какой может быть самый последний звук. Ну, наверное, начнем с того, что сначала, если по антогенезу формируются все-таки свистящие звуки, да, из более сложных звуков, да, а последними формируются у нас сонорные звуки, это Л, Р, Р. Но все чисто индивидуально, поэтому говорить о том, что бывает иногда Р выскакивает самым первым звук, и очень чистый, очень красивый звук, да, что не нужно. А бывают звуки, которые, например, более ранее должны встать по возрасту, да, они тяжело встают и позже намного, да, и автоматизируются очень тяжело. Поэтому как бы говорить о том, что ну, если вы понимаете, то есть у нас получается, если в 4 там, года уже должны быть свистящие, там в 5 лет уже шипящие, обязательно свистящие, шипящие, ну и к 6 годам уже должны сформироваться вот эти сонорные звуки, да. Вот, поэтому если там что-то не получается или видите, слышите, что звук какой-то дефектный, то, конечно, лучше обратиться за консультацией уже на месте, специалист, логопед, он все равно вам подскажет. Где-то может быть, да, несколько занятий нужно, где-то он скорее, может, станет звук. Бывает, что он проскальзывает, начинает уже где-то появляться, но пока родители не понимают, то ли есть этот звук, то ли его нету, то ли какая-то замена, то ли вот потому что вот оно пришло время, и просто поймали вот это время, которое непонятно, да, то ли есть, то ли нет звук. Но в любом случае консультация, там уже логопед в любом случае скажет, какая именно коррекционная работа в данной ситуации нужна. Спасибо, Ярослава Игоревна. Поскольку больше уже, смотрю, вопросов нету, спасибо вам большое за ответы, за интересную консультацию сегодняшнюю. Хочу также напомнить, что встреча с логопедом у нас еще состоится 10 июня, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, можете подключаться, подготовить какие-то вопросы заранее, написать. Будем очень рады пообщаться с вами снова. Спасибо всем за присутствие на нашей консультации. До новых встреч. До свидания. До свидания. Спасибо.